контролируемым органом государственной власти всех уровней. Законность и правопорядок – основа комфортной жизни общества, его граждан. Поэтому их укрепление – одна из главных задач, стоящих перед властью и обществом, одно из основных направлений деятельности органов правопорядка. В значительной степени этому и способствовало улучшение криминогенной обстановки, ликвидация очагов терроризма и экстремизма в республике. При непосредственной поддержке федерального центра республика сумела определять кризисные явления своего развития, сместив основной вектор деятельности органов власти республики с мер обеспечения безопасности и правопорядка на социально-экономическое развитие региона по всем ключевым направлениям. Уважаемые депутаты, наше стремление к сохранению стабильности и мира в республике должно основываться на принципах единения общества, независимо от национальной, религиозной и других принадлежностей. Религия в вопросах сохранения духовного облика и единения общества всегда играла ключевую роль. Но если эта роль сводится к взаимным спорам и упрекам между религиозными деятелями, нетерпимости в обществе, зачастую забывая о фундаментальных принципах самой религии, это, конечно, противоречит здравому смыслу. Учитывая, что у нас есть много духовных лиц с глубокими знаниями религии, совершенно необъяснимым выглядят споры на почве религиозных разногласий. Наверное, сказывается мировая мода в этом направлении, и надежда есть большая, что любая мода имеет свое начало, свое окончание. Будем надеяться, что и наши религиозные деятели найдут общий язык, и благодаря окончанию этих споров молодежь, в конце концов, окажется в правильных руках, на правильном пути и перестанет становиться на путь преступления. Есть большая надежда в этом. Со слов самих же ученых религии, сеять рознь – один из самых больших грехов перед Всевышним, в целом перед верующими. О тяжести этого греха свидетельствует множество аятов и благородных хадисов пророка, Всевышний говорит о единстве: держитесь за веру в Аллаха и не разделяйтесь. Наверное, вот это уже изречение достаточно для любого верующего, чтобы понимать, что любая смута среди верующих в конечном итоге приводит к разложению общества. Я уже не говорю про тот грех, который на себя берет тот человек, который берет полномочия Всевышнего, или, как ему так кажется, и пытается свести с верного пути, в том числе и нашу молодежь. Молодежь, она основная категория, на которую влияет вот эти различные, в кавычках, учения или попытки воспитать в этом направлении. И мне бы хотелось, конечно, еще раз призвать, пользуясь сегодняшним посланием, наших верующих к консолидации, к единению и, в конце концов, прекращению всех споров. Наверное, в этом и будет основная заслуга, в том числе наших сегодняшних достижений. Сегодня Управление по делам религии занимается определенными вопросами. Надеюсь, что и дальше Управление по делам религии, главы муниципальных образований вместе с религиозными деятелями укрепят мир и согласие, который мы большим трудом достигли в нашей республике. Дорогие друзья, в республике живут в мире и согласии 12 национально-культурных общественных автономий, входящих в региональную общественную организацию Ассамблеи народов Ингушетии. Иными словами, это 12 различных народов, населяющих республику, вносящих свою лепту в ее развитие, объединенных чувством патриотизма, любовью как к Ингушетии, так и нашей большой стране. Еще одной важнейшей задачей государства является защита законных прав и интересов граждан. На мой взгляд, серьезную роль играет взаимодействие государственных институтов власти с общественными организациями, осуществляющими правозащитную деятельность. Так, в рамках недели общественного контроля республик Северо-Кавказского федерального округа Ингушетию посетила делегация Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Результатом работы Совета стало решение о создании Совета по правам человека при главе республики, который с коллегами из Северной Осетии, с участием Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, должны войти в рабочую группу
призванную провести мероприятие по преодолению последствий событий 1992 года. К слову, на очередном заседании Вышеуказанного Совета президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал данную инициативу. Это еще раз подчеркивает, что мы не сидим сложа руки. И мы все вместе с коллегами, в том числе в этой деятельности Северной Осетии, заинтересованы в том, чтобы жить в мире и согласии. Уважаемые коллеги, в прошлом году в республике состоялись значимые общественно-политические мероприятия. 18 сентября в Ингушетии состоялись выборы депутатов в Госдуму Российской Федерации и Народное собрание республики. Хочу отметить, что они были проведены на очень высоком организационном уровне. Честно, это скрыто, что без сомнения является свидетельством хорошей подготовительной работы. Именно граждане определили итоги избирательной кампании, выбрали путь созидательного развития республики и страны в целом. Эти избирательные процессы смело можно назвать демократичными и народными. По итогам выборов партия «Единая Россия» вновь подтвердила свой высокий авторитет в политической системе нашего государства и высокую степень доверия граждан страны. Большим событием и успехом для нашей республики стало избрание депутатами Государственной Думы Российской Федерации, Федерального собрания, сразу же 2 представителей от республики. Благодарю всех, кто исполнял свой гражданский долг и поддержал курс на стабильность и процветание, который последовательно проводит руководство страны. Я в тот период, когда готовились к выборам, и на праймеризах, и участвуя в различных круглых столах, и на дебатах, говорил, и сейчас повторяю, можно по-разному любить свою республику, свою Россию в целом, страну, любого региона, гражданина нашей великой страны. В частности, если мы говорим про Ингушетию. Можно на стройках трудиться, можно преподавать, можно еще что-то делать. Но одно есть правило, когда гражданин доказывает, что он гражданин. Это выборы. Почему? Потому что ты можешь голосовать за того или иного кандидата, можешь вообще ни за кого не голосовать. Но не ходить на выборы, это, я считаю, отсутствие любви к своей родине, отсутствие уважения к своей родине, независимо, если это республика или субъект Российской Федерации, или это великая страна, или любое другое государство. Это неуважение к своим предкам, традициям и обычаям. Это мое твердое убеждение. Надеюсь, что мы все правильно это понимаем, поэтому явка у нас была хорошая, выборы прошли на довольно высоком уровне, как я уже говорил. Спасибо всем. Отмечу и формирование нового состава Кабинета министров. Состав правительства региона нами был обновлен почти на 60%. Напоминаю, главная задача обновленного правительства – выход на новый этап развития, вектор которого будет направлен на подъем экономики до уровня, который позволит снизить дотации и вносить собственный вклад в развитие страны в целом. Одним из значимых событий 2016 года стал визит в республику председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева и проведение в Магасе заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития в целом округа. Дмитрий Анатольевич Медведев лично посетил ряд значимых объектов культурного и социально-промышленного направления, отметил темпы развития республики и выразил поддержку финансирования ряда социально-экономических программ и проектов. Уходящий год был для нас не самым простым, но в то же время богатым на позитивные события. В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне пограничной заставы Таргим в Джейрасском районе присвоено имя защитника Брестской крепости, уроженца Ингушетии, пограничника Саватбека Плиева. Еще в прошлогоднем послании я отметил, что в 2016 году исполняется столетие великому ингушскому поэту Джамалдину Яндиеву. Я поручал органам власти республики обратить особое внимание на это и провести 2016 год под эгидой этого события. На протяжении прошедшего года было проведено большое количество знаковых мероприятий, круглых столов и вечеров поэзии великого поэта. Не только в родной Ингушетии, но и за пределами. Отдельно хочу отметить мероприятия, организованные Министерством по делам национальности республики, общественными организациями совместно с коллегами Северной Осетии в сельском поселении Дачное, в рамках которого в честь празднования столетия со дня рождения Джамалдина Яндиева состоялось открытие его бюста, а школе присвоено его имя. Чуть ранее в рамках мероприятия по чествованию столетия поэта в селении Болта, где он родился, появилась мемориальная доска.
Здесь от себя лично, от имени всего народа Ингушетии, хочу поблагодарить органы государственной власти Республики Северная Осетия за поддержку и содействие в реализации вышеуказанных мероприятий, а также за добрую память о Джамалдине Яндиеве. Знаковым для нас 2016 год был еще и в том, что делегация нашей республики с 31 октября по 5 ноября совершила исторический визит в Королевство Саудовской Аравии, где Ингушетия представила 3 крупнейших проекта инвестиционных на общую сумму более чем на 13 миллиардов рублей. Наша делегация была принята Его Величеством Королем, наследным принцем Королевства Саудовской Аравии. Также в рамках визита делегация Ингушетии встретилась с Кабинетом министров, руководством Торгово-промышленной палаты и Исламским банком развития. По итогам визита создана рабочая группа для презентации инвестиционного портфеля Республики в Саудовской Аравии. И уже в конце первого квартала этого года наша делегация должна уже выехать в Саудовскую Аравию. Уважаемые коллеги, в прошлом году состоялось еще одно историческое событие. В республике появился новый город – город Сунжа. 5 декабря 2016 года был подписан закон республики о преобразовании городского поселения в городской округ Сунжа. Решение о преобразовании городского поселения Сунжа в городской округ принималось на основе демократичной процедуры исполнения волеизъявления населения. И здесь бы я обратил внимание коллег на то, что настоящая работа по преобразованию городского поселения в город только начинается. Сунжа должна соответствовать своему статусу и отвечать градостроительным нормам. Здесь важно и умелое планирование территории, и грамотная разработка нового проекта и программы. Серьезной проблемой для республики является острое малоземелье. На этом основаны довольно часто земельные споры, что в свою очередь обусловлено допускаемыми нарушениями норм земельного законодательства. В частности, использование земель не по целевому назначению, нарушение обязательств по договорам аренды участков, задолженность по арендным платежам, несвоевременные платежи, другие и многое другое. Здесь отдельно хочу отметить состояние дел в этой сфере в столице республики Магаси, а также в городе Назрань, которые требуют тщательной проверки законности установления права передачи земли под частный сектор. По вине различного рода чиновников, в том числе и правительственных, земля скупалась или передавалась в долгосрочную аренду, и как результат к настоящему моменту мы столкнулись с довольно серьезными проблемами, в том числе с отсутствием свободного участка в Магасе для строительства социальных, культурных и других нужных, важных для наших жителей объектов. Правительству совместно с главами муниципальных образований необходимо провести ревизию земельного фонда республики на предмет получения земельных участков собственниками. Результаты проверки представить до августа 2017 года. Необходимо решить и проблему неиспользуемых гектаров, сотни гектаров, десятки гектаров земли, обладающих сельхозным потенциалом, который находится во владении частников. Здесь в работу должны включиться и общественные советы, муниципальных образований, и органы правопорядка. Все незаконно разбазаренные земельные участки должны быть возвращены в муниципальную собственность. Также необходимо провести ревизию базы данных, у которых есть эти участки. Почему? Потому что есть такие лица, у которых по 10, по 20 участков, они в разных городах, муниципальных образованиях эти участки продолжают еще получать. Стремление жителей реализовать свои инициативы, знания, опыт для полезных и хороших дел говорит о зрелости наших граждан, о том, что у нас в республике возрождается традиция меценатства, волонтерства, добровольчества. Такой труд, безусловно, заслуживает внимания. Мы вводим различные награды для таких людей, награждаем, у нас есть ежегодная уже процедура награждения. Поэтому и призываю тех, у кого есть возможность, не только материальная, но и духовная, кто желает участвовать, кто хочет участвовать в этих проектах. Почему? Потому что они важны, нужны для людей. Органы власти республики должны оказывать содействие некоммерческим организациям в реализации общественно значимых проектов, обеспечивая именно на конкурсной основе максимально открытую и доступную форму их поддержки. Но при этом необходимо осуществлять жесткий контроль за соблюдением законности деятельности общественных организаций. Важно своевременно пресекать функционирование на территории республики организаций,
работа которых противоречит принципам законодательства нашей страны. Надо видеть и поддерживать общественные организации, которые участвуют в реализации социально значимых проектов, вносят свой вклад в развитие региона в целом. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, 2016 год стал этапным для социально-экономического развития республики. Решен целый ряд проблем, которые существовали с момента образования республики, такие как вопросы жилищного обустройства вынужденных переселенцев, граждан, проживающих в оползневой зоне, трехсменное обучение в наших школах, завершение строительства знаковых и важных для республики объектов. Завершилась реализация федеральной целевой программы социально-экономического развития республики, оказавшей значительное влияние на достижение позитивных изменений в экономике и социальной сфере республики, которую мы наблюдаем сегодня. В различных отраслях республики построено и реконструировано более 139 объектов. Это объекты здравоохранения, образования, промышленного комплекса, агропромышленного комплекса, энергетики, объекты, направленные на развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительного сектора. Несмотря на рост численности населения, в результате реализации программных мероприятий только по линии федеральной целевой программы мы подняли на более высокий уровень обслуживания населения по линии здравоохранения и образования, а также в других социальных и экономических сферах. В 2009 году в 96 школах республики обучение проводилось в режиме 2- и 3-сменного обучения. В настоящее время за счет строительства и реконструкции 37 школ на 18 506 ученических мест полностью ликвидировано обучение в трехсменку. Двухсменный режим обучения сохраняется только в 70 школах. При этом уже 65% наших детей занимаются в первую смену. То есть, если в 2009 году в республике насчитывалось 35 тысяч, почти 36 тысяч учебных мест, то к концу 2016 года мы их получили более 50 тысяч. Охват детей от 0 до 7 лет дошкольным образованием увеличился с 7,4% до 27%. Иными словами, если в республике численность дошкольных образовательных учреждений составляла 29 всего лишь объектов, то к 2017 году мы подошли к показателям 60 дошкольных образовательных учреждений. Хочу выразить благодарность правительству Российской Федерации, Министерству Российской Федерации по делам развития Северного Кавказа и всем федеральным органам власти за содействие и поддержку в реализации программных мероприятий. Также отдельно хочу выразить благодарность руководителям крупных российских компаний, таких как Роснефть, Газпром, Транснефть, Ростелеком и другим, за оказанную благотворительную помощь в строительстве ряда социальных проектов на территории республики. В 2016 году, с учетом сложившихся условий, основные усилия были сконцентрированы на решении вопросов импортозамещения в сельском хозяйстве, повышении эффективности бюджетных расходов, недопущение необоснованного роста цен, оказанием мер социальной поддержки нуждающимся гражданам и многое другое. В целях минимизации последствий международных санкций, обеспечения стабильного роста основных отраслей экономики реализуется план мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития республики на 2016-2017 годы с учетом мер, принимаемых на федеральном уровне. Несмотря на сложные 2014-2015 годы, в 2016 году нам удалось не только сократить отставание по многим социально-экономическим показателям развития республики, но по некоторым показателям мы находимся в лидерах. Приятно отметить, что 4-й год подряд республика входит в 20-ку субъектов страны, достигших наилучших результатов по итогам оценки темпов развития социально-экономического развития республики. И это, несомненно, итог нашей с вами общей работы. Работа на данном направлении будет продолжена и в 2017 году. После некоторой актуализации стратегических задач с учетом приоритетов, обозначенных в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, мы, конечно, пересмотрим определенные проекты, программы и улучшим свою работу, тем более уже с обновленным Кабинетом министров. Уважаемые депутаты, 2017 год является годом 25-летия республики, в связи с чем он должен пройти под эгидой этого знакового события. Хотел бы обратиться, уважаемые коллеги, к вам, ко всем жителям нашей республики, совместными усилиями провести юбилей республики на высоком уровне, чтобы продемонстрировать общественности не только России, но и всему миру, что Ингушетия инвестиционно привлекательная, стабильная и в политическом, и в других
планах и культурно развитый регион. Национальная культура и историко-культурное наследие являются главным достоянием нашего народа, который формирует духовно-нравственные ценности, опирающиеся на мудрость обычаев и традиций наших предков. Не случайно президент России Владимир Владимирович Путин обозначил культуру как стратегический курс устойчивого развития экономики страны в целом. Культура сегодня должна стать одним из главных инструментов в нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании подрастающего поколения и в целом общества. Именно через культуру мы можем расширять связи с субъектами Российской Федерации и странами ближнего и дальнего зарубежья и пропагандировать позитивный имидж нашей республики. Проведение масштабных мероприятий по сохранению и пропаганде ингушской культуры в республике, регионах России и зарубежных странах стало доброй традицией последних лет. Деятели культуры региона и наши прославленные хореографические коллективы демонстрируют на многих площадках мира национальный колорит и самобытность нашей культуры. При этом яркими событиями года, подарившими зрителям незабываемые эмоции, стали фестиваль культуры и спорта народов Кавказа, Дни Ингушетии в Республике Казахстан и Костромской области, а также многочисленные мероприятия в рамках года российского кино, которые подарили жителям республики незабываемые встречи с известными кинорежиссерами и звездами отечественного кинематографа. В этом году предстоит продолжить проведение комплекса важных для формирования позитивного имиджа республики и знаковых мероприятий в честь 25-летия образования нашей республики. И за ее пределами, как в республике, в том числе проведение памятных мероприятий, посвященных 25-летию бессмертного подвига первого героя России Сулымбека Асканова. В республике необходимо создать условия стабильного и поступательного развития культуры, самодеятельного народного творчества, обеспечения сохранения музейных, библиотечных и архивных фондов. Уже к маю 2017 года будут сданы 3 объекта культурно-доскового типа. В 2017 году будет начато строительство 5 домов культуры, а также строительство Национального музея в городе Магаз, что также имеет стратегическое значение для нашей республики. Важными задачами на 2017 год в сфере культурных и межнациональных отношений являются продолжение работы по созданию и модернизации учреждений культурно-доскового типа в сельской местности, проведение форумов с привлечением соотечественников, проживающих в странах ближнего и дальнего зарубежья, проведение Дней культуры Ингушетии в странах СНГ и Европы в целом, продолжение работы по реставрации башенных комплексов горной Ингушетии. Здесь бы я подчеркнул, что для выполнения вот этой одной из крайних задач необходимо привлекать представителей тейпов через Совет тейпов. Каждый должен участвовать в реставрации своей родовой башни или площадки посредством вложения средств или участием в работе в помощи тем реставраторам, которые этим занимаются. Одним из важнейших факторов, препятствующих развитию негативных тенденций и социальных явлений среди населения республики, особенно среди детей и молодежи, является спорт, который набирает все большую популярность в республике. Об этом свидетельствует ежегодно растущее количество граждан, систематически занимающихся спортом. Спорт – это здоровье, спорт – это мир. Позитивное влияние на повышение этой популярности оказали результаты летней Олимпиады, на которой наши земляки показали достойные результаты. Всеобщим праздником и торжеством Ингушской школы дзюдо стала блестящая победа нашего земляка, дзюдоиста Хасана Халмурзаева на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Победа Хасана над опытным соперником из Соединенных Штатов Америки стала поводом гордости и небывалого единения всего нашего народа из различных уголков мира. Ингушская школа борьбы также добилась триумфа на Олимпийских играх. Наш земляк Калой Картоев завоевал серебро, как принято говорить в таких ситуациях, золотым отливом. На очень высоком организационном и профессиональном уровне прошли мероприятия по фестивалю спорта и народовой культуры народов Кавказа, в котором приняли участие спортсмены и высокие гости со всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Здесь тоже наши спортсмены завоевали первое место. В 2016 году завершено строительство крупнейшего в Ингушетии спортивного объекта – Дворца спорта. Также построены сданы в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы, специализированный зал тяжелой атлетики,
начато строительство специализированного зала дзюдо, 2 бассейнов в Назране и в Магасе и спортивного комплекса с ледовым катком. Строительство спортивных объектов необходимо продолжить. Поручаю Министерству спорта провести необходимую работу, в том числе по привлечению внебюджетных источников, для того, чтобы нарастить проекты строительства спортивных объектов на территории республики. Необходимо отметить, что на вновь вводимых спортивных объектах предусмотрены все условия для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями. Например, бассейн, который строится в Назране, там есть целый отдельный зал для людей с ограниченными возможностями. Это, наверное, один из таких единственных бассейнов будет в регионах, который отвечает всем требованиям. Безусловно, это обстоятельство позволяет развивать в республике адаптивную физическую культуру, и нам необходимо обеспечить более активное вовлечение этих лиц в массовые занятия спортом и физкультурой. Тем более, создавая свою команду паралимпийских видов спорта. За последние годы мы начали активно развивать новые виды спорта, в том числе зимние. Проводятся масштабные турниры и акции. В 2017 году необходимо продолжить организацию массовых акций по пропаганде здорового образа жизни, в том числе мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и массовую акцию «Тотальная зарядка». В целях развития олимпийских видов спорта в республике, особенно в муниципальных образованиях, провести работу по преобразованию государственных и муниципальных детско-юношеских спортивных школ в организации спортивной подготовки, реализующие программы спортивной подготовки на основе федеральных стандартов. Уважаемые коллеги, молодежь, как известно, является одним из важнейших приоритетов развития любой страны, так как именно от знаний, трудолюбия, патриотизма молодежи зависит завтрашний день нашей Родины. По данным за 2016 год, более 1/3 числа жителей республики приходится на молодежь, что является значительным конкурентным преимуществом региона при условии рационального использования трудовых ресурсов и инновационного потенциала молодежи. Все это в совокупности определяет приоритетность развития государственной молодежной политики в республике, основными направлениями которой являются гражданское и патриотическое воспитание молодежи, противодействие распространению негативных для общества явлений. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назвал молодое поколение надежной, прочной опорой России 21 века. Республика активно поддерживает и разделяет эту позицию. Об этом свидетельствует тот факт, что по итогам 2016 года в автоматизированной информационной системе молодежи России Ингушетия занимает 2-е место по Северокавказскому федеральному округу по эффективности работы с молодежью, а также входит в 3-ку лидеров по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность. В течение 2016 года, с учетом задач, которые я ставил в прошлогоднем послании, проведено более 200 мероприятий с участием молодежи, основные из которых создание 13 молодежи детских общественных организаций, создание ассоциации молодежных и детских общественных объединений, в состав которых включено 17 детских и молодежных общественных объединений республики, строительство молодежи до спортивных площадок по дворовому принципу по всей республике, участие делегаций республики в различных форумах Машук, Таврида, территории смыслов. На базе государственного бюджетного учреждения «Молодой патриот» создан региональный штаб отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юная армия». И, бесспорно, мы занимаемся внедрением этих практик и должны дальше заниматься развитием нашей молодежи. Как я уже в своем вступительном речи говорил, что одним из важных направлений – это религиозная деятельность и вычищение умов наших молодых ребят, которые заразились инфекцией, заразились определенными ложными лозунгами, и, конечно, с ними надо работать. С ними надо очень усиленно работать, не только религиозным деятелям. В первую очередь, эту работу надо проводить в семьях, дома, родные, близкие. И работу эту надо проводить в селах, в муниципальных образованиях, там, где они выросли, там, где они живут, там, где они друг друга знают лучше. В 2017 году Комитету по делам молодежи следует продолжить практику вовлечения молодежи в общественно полезную работу посредством оказания содействия различной формы и поддержки молодежным и детским организациям, а также через развитие волонтерского движения. Особое внимание необходимо уделить военно-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи, основываясь на ключевых нравственных позициях нашего народа. Делал я сделал.
Можно много декларировать лозунгов, много декларировать, но каждый молодой человек всегда должен понимать, а может ли он соответствовать этим лозунгам, этой декларации. Поэтому обращаю внимание молодых ребят, всегда смотрите на завтрашний день, всегда смотрите на то, что вы завтра оказываетесь отцом, что вы завтра будете отвечать за своих детей, и вам завтра нужно будет что-то дать в пример своим детям. Используйте те возможности, которые сегодня есть. Нашей целью должно быть воспитание здорового, трезвого, интеллектуально, духовно богатого поколения, сердечно, трепетно любящего свою республику и страну, которая завтра будет максимально готова к процессам управления государством. Демонстрация культурного потенциала республики будет одновременно способствовать развитию туристической отрасли, привлечению потенциальных туристов и инвесторов в Ингушетию как территорию благоприятную и интересную для отдыха. В Суржевском и Жайракском районах в рамках развития туризма создана особая экономическая зона, целью которой является строительство всесезонных горнолыжных курортов Цори и Арамхи. На сегодняшний день на территории курорта Арамхи построена горнолыжная трасса, действует канатная дорога, открытый водный спортивный комплекс, крытый бассейн, велотрассы, пейнтбольный клуб, веревочный городок, гостевые коттеджные домики, ресторан Ирзи на высоте 1550 метров над уровнем моря. Здесь проводятся спортивные туристические мероприятия межрегионального и всероссийского уровня. С начала 2016 года республику посетило более 40 тысяч туристов из различных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Их динамика за последние годы неуклонно растет. Особой популярностью среди туристов пользуется горная Ингушетия, на территории которой находится природный заповедник Ирзи и Джайракско-Асинский историческо-архитектурный музей-заповедник, где расположено более 2000 объектов культурного и исторического наследия. Буквально завтра мы открываем начало этапа чемпионата России по скальному альпинизму и чемпионат Северо-Кавказского федерального округа по гигантскому слалому. Это те достижения, которые мы достигли буквально в короткое время. И мы в состоянии проводить на территории республики масштабные государственные проекты. Стратегическими задачами на 2017 год данной отрасли являются дальнейшее развитие инфраструктуры, продвижение и популяризация туристического продукта республики, проведение мероприятий на водных ресурсах и водоемах республики, выпуск туристического бюллетеня с указанием всех туристических маршрутов. Уважаемые депутаты, уважаемые коллеги, как отметил в своем послании президент России Владимир Владимирович Путин, смысл всей нашей политики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. В своем сегодняшнем послании хочу особо обратить внимание и уделить внимание социальной сфере республики, в том числе охране здоровья, образованию, развитию социальных институтов. За прошедшие годы нам удалось кардинально изменить ситуацию в сфере здравоохранения, а именно в части обеспечения объектами, не только новыми, но и модернизации старых объектов. Еще несколько лет назад большинство медицинских учреждений республики располагались в приспособленных помещениях, не соответствующих требованиям помещений, что сказалось на качестве оказываемых населению медицинских услуг, но еще хуже было с оборудованием. И, конечно, это отражалось в том числе на настроении людей. За счет поддержки, которая оказывалась в республике в рамках государственных программ Российской Федерации, и за счет личного контроля министра здравоохранения Вероники Игоревны Скворцовой, за счет, в том числе, небюджетных источников, собственных средств, нами построено более 19 объектов в сфере здравоохранения. Все эти учреждения оснащены современным медицинским оборудованием. Только в 2016 году завершено строительство таких крупных объектов медицинских, как противотуберкулезный диспансер, республиканская детская больница, республиканский эндокринологический диспансер, Малгобекское отделение противотуберкулезного диспансера, проведено оснащение оборудованием онкодиспансера. Знаковым событием для системы здравоохранения республики, безусловно, станет ввод в эксплуатацию перинатального центра, который должен открыться в марте этого года, строительство которого уже, как я сказал, завершено. В целях обеспечения строительства данного объекта нам была проведена большая работа. Я хочу здесь выразить огромную благодарность правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения, Министерству по делам Северного Кавказа и Федеральному фонду обязательного медицинского страхования, и корпорации Ростех за поддержку, которая была оказана республике в вопросе строительства перинатального центра.
Качественное улучшение материально-технической базы системы здравоохранения позволило республике обеспечить низкую общую смертность и высокую продолжительность жизни. Так, за январь-ноябрь 2016 года рождаемость составила 17,2 на 1000 населения, что выше средних показателей по Российской Федерации. Смертность на 3,2 на 1000 населения, что в 4 раза ниже среднего показателя по Российской Федерации, 2 раза по СКФО. Это хорошие показатели, хотя, еще раз подчеркиваю, по смертности среди детского населения у нас идет уменьшение, но все равно мы выше среднего по Российской Федерации. И вот в эксплуатацию детской больницы в этом году и пренатального центра, надеюсь, существенно снимет эту проблему. Произошло важное мероприятие, в том числе не только в глобальных стратегических проектах республиканских, но и, бесспорно, на территориях. Это и обеспечение наших станций скорой помощи хорошими новыми реанимобилями, это и строительство ФАПов, и амбулаторий, модернизация этих амбулаторий. Поэтому мы имеем право рассчитывать сегодня и требовать от наших врачей, от докторов более качественного обслуживания населения. И настрой населения должно быть такое, чтобы лечились у себя дома. Только сегодня онкодиспансер в марте месяце, когда мы запустим полностью оборудование, полный цикл лечения включается в этот комплекс. Не надо никуда выезжать. И диагностика, и терапия, лучевая, и нелучевая, и сопровождение, и химия. Все делается в этом направлении, в том числе и оперативное вмешательство. Поэтому я и уверен, и все равно надеюсь, что наши врачи сделают все, чтобы настроение людей в этой сфере было намного лучше. Мы рассчитываем, опять же, решить, как мы сказали, и рост рождаемости за счет этих проектов и снизить смертность среди детей особенно. На базе Ингушской республиканской клинической больницы и республиканского противотуберкулезного диспансера, как я уже говорил, уже второй год, оказывается, мы здесь отдельный проект сделали, отдельную программу сделали, оказывается, высокотехнологичная помощь. Приезжают специалисты со стороны и на практике учат наших врачей. Более 300 высокотехнологичных оперативных вмешательств, а в 2015 году это было 221. Вот такие результаты уже у нас происходят. И отрадно отметить, что и по перинатальному центру, и по другим направлениям у нас более 400 наших специалистов прошли и проходят обучение за пределами республики. Это надо поддержать. Почему? Потому что именно Министерство здравоохранения настроено на то, чтобы врачи, специалисты были наши высококлассные. Спасибо. Показатель. Но, тем не менее, еще раз подчеркну, показатель обеспечения населения врачами республики, он низкий, нам не хватает врачей, особенно высококлассных специалистов. Здесь нашему здравоохранению надо нарастить это направление и направлять на обучение не по желанию, а по нашим требованиям и по необходимости. Особенно уделить внимание на детей, которые находятся в отдаленных сельских поселениях, в том числе в Жайракском районе, выбирать оттуда тех детей, которые поедут, отучатся, вернутся в свои населенные пункты, обеспечивать работу врачей в великолепной Жайракской районной больнице и в сельских ФАПах и амбулаториях. В 2017 году в целях укомплектования участковыми врачами, терапевтами и педиатрами Минздрава Республики необходимо наращивать число врачей, которые находятся в системе непрерывного медицинского образования. И, конечно, надо, и по вопросу это видно, желание тех, кто закончил медколледжи, получить высшее образование. Надо из этих специалистов создавать отдельную команду, помочь им освоить уже высшую медицину, потому что они уже на среднем уровне получили хорошую практику. Опять же подчеркну, что необходимо Министерству здравоохранения усовершенствовать систему обслуживания населения через социальные сети, через компьютерные технологии. Почему? Потому что это дает большие удобства для населения. Не стоять в очереди, знать свое время, место. И эти же удобства непосредственно распространяются и для врачей, которые
не сталкиваются с проблемой людей в коридорах медицинских учреждений. Обращаю на это внимание. В 2016 году Министерству здравоохранения Республики необходимо продолжить работу, в 2017 году необходимо продолжить работу по направлению финансовое обеспечение граждан, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Здесь надо работать вместе с федеральным центром. Почему? Потому что это страшные болезни, довольно серьезная обстановка в тех семьях, где такие больные есть. Работу по развитию информатизации, организовать мероприятия по сокращению дефицита медицинских кадров, продолжить работу по созданию трехуровневой системы оказания медицинской помощи женщинам и детям. И, конечно, одно из главных направлений – это диспансеризация населения в положенное время. На это обращаю особое внимание. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своем послании Федеральному собранию сделал особый акцент на необходимость создания удобных, комфортных, современных условий для обучения наших детей, на проблему перегруженности школ. Одна из таких главных достижений, или одно из главных достижений последних лет именно правительства Российской Федерации, это, конечно, колоссальная работа, которая проводится в целом по всей стране и в частности в Ингушетии. Учитывая, что наши дети – это наше будущее, мы должны уделять особое внимание их здоровью и воспитанию. Одним из самых важных достижений нашей совместной работы всех последних лет является решение в 2016 году проблемы, которая существовала с момента образования республики. Как я уже говорил, трехсменного обучения. Наверное, никто не поймет, что это такое, если не окажется в роли ребенка, родителя того ребенка, кто учится в 3 смены, и тем более педагога. Сегодня, благодаря поддержке руководства страны, данная проблема в республике решена. Да, она будет она в следующем году, в последующем году с учетом рождаемости, но это будет не такой же масштаб. Это будет 2, максимум 3 школы. Только в 2016 году построено и реконструировано более 22 школ, что способствовало ликвидации трехсменного обучения в школах и созданию соответствующих условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов. Республика в числе первых приняла участие в реализации ФЦП содействия созданию субъекта Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях, и в рамках этой программы в Магасе построена школа на 1500 мест. Конечно, мы не можем остановиться на достигнутом. Поручая правительству республики продолжить работу по ликвидации двухсменного обучения в школах, одновременно при этом необходимо решать проблему выполнения требований пожарной, антитеррористической защищенности и санитарных норм, предъявляемых к объектам образования. Но опять же, подходя к ликвидации двухсменного образования, не обязательно строить отдельные корпуса. Надо пересмотреть те помещения, если это соответствует с НИПом, надо укрупнять те школы, где много свободного пространства. И там основные затраты только дозакупка или закупка оборудования. Не менее важным является вопрос обеспечения мест для школьных образовательных организаций республики. В 2016 году в республике введено 6 дошкольных учреждений на 9200 мест. Несмотря на меры, принимаемые по введению дополнительных мест в дошкольном образовании, охват детей дошкольным образованием в республике составляет 68% от численности населения. На это довольно серьезно уделяется внимание федерального центра, и мы сами над этим направлением работаем. И, как я уже говорил, корпорации различные и предприниматели при наших обращениях и просьбах идут нам навстречу. И в рамках таких проектов Сбербанк построил детский сад в Назрани, Роснефть построил уже 3 детских сада. И будем также обращаться к таким компаниям, в том числе и в этом году. Но задача ликвидации очередности дошкольного образования – это государственная, это федеральная задача. И здесь мы видим помощь и поддержку. Буквально недавно на уровне вице-премьера Ольги Юрьевны Голодец проведено совещание по поручению президента Владимира Владимировича Путина. И надеюсь, что будет отдельная программа по ликвидации очередности дошкольных учреждений уже в этом году. В 2017 году необходимо обеспечить распространение различных проектов по всей Ингушетии, проработать вопрос строительства детских технопарков и центров дополнительного образования, чтобы талантливая молодежь могла реализовать свои научно-технические идеи, обучаться и обмениваться опытом. Душой любого народа является его язык. Язык – наше богатство, которое мы обязаны развивать и беречь, передавать поколениям. Это бесценное сокровище, благодаря которому мы сохраняем самобытность, культуру, традиции и особенно наши обычаи. В этой связи поручаю правительству проработать или разработать в 2017 году региональную программу, направленную на сохранение, развитие, популяризацию нашего языка. В 2017 году
В 2017 году планируется введение в эксплуатацию новых типовых зданий двух профессиональных образовательных организаций, которые увеличат количество посадочных мест на более чем 1000 мест. Необходимо обеспечить возможность получения специальностей и рабочих профессий, входящих в список 50 наиболее перспективных и востребованных профессиональных образовательных организаций. Продолжить работу по подготовке рабочих кадров в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями. В своем послании Владимир Владимирович Путин отметил, что несмотря на влияние внешних факторов, нашей первостепенной задачей остается выполнение всех социальных обязательств и оказание государственной помощи наиболее незащищенным группам населения, а именно малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам. На 1 января 2017 года в республике насчитывается 63 социально ориентированных некоммерческих организаций, но больше не значит лучше. Поэтому нам необходимо и сопровождать эти организации, и укреплять при необходимости, и давать им должную оценку. В 2017 году перед нами стоит вопрос имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, которые в своем большинстве находятся или в частных домовладениях, или же приспособленных в том числе нежилых помещениях. Социальное состояние социального блока напрямую зависит от финансовой и экономической стабильности. Чем активно мы будем развивать социальную инфраструктуру, тем больше расходов потребуется на его содержание. Поэтому обеспечение сбалансированности регионального бюджета является основной задачей 2017 года. В рамках реализации этой задачи в 2017 году необходимо наращивать поступление собственных доходов бюджета и, конечно же, привлечение по возможности дополнительной финансовой помощи из других источников. Здесь следует акцентировать внимание на наращивании налогового потенциала и сохранении устойчивого ежегодного прироста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет, который в последние годы составлял около 300 миллионов рублей ежегодно. В целях повышения эффективности исполнения бюджета в республике внедрена комплексная система АЦК «Финансы». В сложившихся условиях нам необходимо более рационально использовать бюджетные ресурсы, исполняя в первую очередь первоочередные задачи, применяя критерии адресности и нуждаемости при реализации социальной политики. Приоритетными для нас задачами являются майские указы президента Российской Федерации. В частности, вопросы, касающиеся повышения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы. В конце 2016 года мною утвержден план мероприятий по расходу доходов, оптимизации и сокращению государственного долга в целях оздоровления государственных финансов республики. Поручаю правительству взять на жесткий контроль реализацию мероприятий плана и обеспечить ежеквартальное заслушивание отчетов об его исполнении министерствами и ведомствами республики. Особенно, конечно, держать тот уровень планки заработной платы отдельным категориям наших социальных работников. Одним из важных инструментов достижения финансово-экономической стабильности увеличения доходов бюджета является эффективное управление государственным имуществом и его рациональное использование. Необходимо обеспечить тотальный учет и эффективный контроль за использованием имущества, земельных участков, объектов капитального строительства, вводимых в эксплуатацию, в части предварительного оформления соответствующих необходимых документов. В 2016 году утвержден прогнозный план программы приватизации государственного имущества республики, в который включены все эти моменты. Поэтому прошу правительство держать этот план на личном контроле. В том числе поручаю правительству подготовить перечень недвижимого и движимого имущества, которое не вовлечено в хозяйственный оборот предприятий и учреждений, обеспечить реализацию имущества, не вовлеченного в хозяйственную деятельность, таким образом освободив предприятия от налога на имущество, неиспользуемое предприятиями и учреждениями, и создать условия для экономического развития субъектов малого и среднего предпринимательства, а также крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей. Подготовить правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, в том числе и на вновь вводимую в эксплуатацию, находящиеся в стадии строительства, на используемые земельные участки, которые необходимы для государственной регистрации права собственности республики. В 2016 году мы сохранили уровень развития сельского хозяйства и должны эти объемы продолжить, этот уровень нарастить в 2017 году. Объем продукции сельского хозяйства достиг 7,4 миллиарда, это довольно серьезный успех, а если выражать процентом, то индекс сельского производства, сельхозпроизводства вырос на 16,2%. За этот же период поголовье крупнорогатого скота увеличилось на 1,9%, производство мяса на 6,4%, производство молока на 18,5%.
В сфере производства продукции растениеводства в 1,6 раза выросли урожайность зерновых. Республика вышла на первое место среди субъектов Северокавказского округа по урожайности зерновых. Приоритетным направлением развития сельского хозяйства мы определили для себя привлечение частных масштабных инвестиций на производство и переработку сельхозпродукции, что должно дать стимул и комплексному развитию целых территорий. У нас уже есть примеры успешного привлечения инвестиций. Особо хочу отметить среди них агропредприятие «Сад-гигант Ингушетия», являющееся крупнейшим на Северном Кавказе производителем плодов, который реализуется как на территории нашей республики, так и за ее пределами. Более того, планируется ежегодно около 20-30 тысяч тонн яблок направлять, выращенных в этих садах, направлять, экспортировать в другие государства. Завершено строительство и начата работа по производству мясных изделий на заводе по глубокой переработке мяса мощностью 10 тысяч тонн мясопродуктов в год в сельском поселении Кажево. В 2017 году будет продолжена работа по реализации таких крупных инвестпроектов, как строительство птицекомплекса «Южный» и другие, которые у нас находятся в районе Малгобека, а также рыбопитомник в Сунжском районе, мясомолочный комплекс в Сагапчах. В целях успешного развития сельского хозяйства и обеспечения задач продовольственной безопасности необходимо продолжить работу в следующих направлениях. Проводить мониторинг использования сельхозземель, увеличить производство сельхозпродукции и создать условия для их хранения и реализации. Организовать работу по улучшению породных и продуктивных качеств животных во всех категориях хозяйств. Организовать работу по улучшению и активизации работы зерновых, в том числе и по приросту объемов зерновых с 1 гектара земли. Оказывать государственную поддержку сельхозпроизводителям в рамках государственной программы развития сельхозработников. У нас активно развивается промышленное производство. Пищевой продукции, минеральной воды, строительных материалов, зарождается легкая промышленность и отрасль микроэлектроники. В 2016 году введены 2 промышленных объекта: завод железобетонных изделий и комбинат детского питания. В ближайшее время планируется запустить 3 крупных промышленных проекта. Это швейное объединение Ингушетия, завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких диодов, завод по производству радиаторов отопления. Данное предприятие с действующим заводом по производству полимерных труб в Карабулаке включены в план по импортозамещению в промышленности. На сегодняшний день в рамках развития промышленности, промышленного комплекса перед правительством республики стоят следующие задачи. Запуск на полную мощность и развитие предприятия, построенных в рамках федеральной целевой программы, развитие кооперации между предприятиями промышленного сектора не только внутри республики, но и за пределами по опыту завода по производству полимерных труб, развитие высокотехнологичных отраслей экономики, создание регионального фонда поддержки промышленности республики. Дорогие друзья, за последние годы много сделано по развитию транспортного комплекса. В настоящее время аэропорт Магаз обслуживает воздушные суда, выполняющие рейсы не только на внутренних воздушных рейсах. Надеюсь, что в конце этого года, до конца года, мы добьемся того, с учетом приведения аэропорта в порядок, добьемся того, что аэропорт станет все-таки международным. Но уже сегодня можно говорить, что наш аэропорт, он комфортабельный, удобный, хороший, и воздушные суда, которые обслуживают наше население, они также являются комфортными и удобными для населения. Правительству необходимо решить задачу по строительству 4 стоянок для самолета, такая же, как сегодня существует уже в аэропорту. Почему? Потому что уже на сегодняшний день мы сталкиваемся с проблемой отсутствия дополнительных стоянок. А также определить инвестора, которым за счет собственных средств будет проведена работа по проектированию, строительству, оборудованию, помещений, сооружений, необходимых для зала международного прилета. Железные дороги – это опорный каркас экономики, обеспечивающий не только связи между регионами, но и послужащий магистральной сетью для перевозки железных грузов, тяжелых грузов. На территории республики открыто обособленное подразделение федеральная пассажирская компания, целью которой является обслуживание скорого фирменного пассажирского поезда «Ингушетия». В целях задействования и обслуживания указанного поезда мы набрали более 100 наших граждан, которые прошли обучение и работают проводниками на этом направлении.
Ведутся переговоры с акционерным обществом ФПК по вопросу обучения и трудоустройства жителей республики на должности начальников поездов. По нашему обращению дирекции ОАО РЖД рассмотрена техническая возможность продления маршрута движения поезда Москва-Назрань до станции Сунжа. В 2017 году правительству необходимо проработать вопрос строительства современного вокзального комплекса и реконструкции железнодорожного полотна на участке сообщения Назрань-Сунжа для курсирования пассажирских поездов до указанной станции и формирования там же поезда, фирменного поезда уже Сунжа-Москва. Важная составляющая мероприятия по формированию современной транспортной системы – это развитие дорожного хозяйства и улучшение состояния автомобильных дорог, от качества которого зависит количество дорожных транспортных средств, сохранение жизни нашего общества, да и настроение людей. В 2016 году завершены работы по реконструкции капремонта и ремонту автодорог регионального и межмуниципального значения протяженностью более 70 километров. В 2017 году необходимо продолжить мероприятия по развитию дорожного хозяйства, в их числе провести реконструкцию и ремонт не менее 100 километров автомобильных дорог как регионального, так и муниципального уровня. Завершить строительство 2 мостов в городе Сунжа и сельском поселении Троицкое. Поручаю принять все необходимые меры по завершению реконструкции или по продолжению реконструкции федеральной автодороги. Тем более указания по этому поводу уже даны, и первые уже километры реконструкции уже начнутся в ближайшее время. Мы должны создать развитые коммуникации и современную инфраструктуру для удобства и комфортной жизни наших жителей. Обращаю внимание ответственных за это направление. Одну из ведущих позиций в экономическом потенциале республики занимает строительный комплекс. Решение социальных, экономических и технических задач развития экономики республики во многом зависит от положительных преобразований в строительной отрасли и от проводимой политики инвестирования. Итогом масштабной работы по развитию строительной отрасли, которая проводится в последние годы, является рекордный показатель жилищного строительства. В рамках федеральной целевой программы жилища в текущем году завершаются мероприятия по строительству многоквартирных жилых домов на участке площадью 110 га в Малгобеке для граждан, проживающих в оползновой зоне. В республике завершены все мероприятия по реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в который был включен весь аварийный фонд многоквартирный жилищный, признан таковым до 1 или на 1 января 2012 года. И дальше продолжается программа, и я думаю, что в этом году мы ее завершим. Тот фонд – это 30 многоквартирных домов, которые уже признаны аварийными после 2012 года. Средства на выполнение этих задач уже выделены. Благодаря расширению механизмов поддержки инвестиционной деятельности в последние годы наметились устойчивые тенденции повышения инвестиционной привлекательности региона, которая обеспечила рост объема инвестиций на последние годы в 5 раз. Хочу отметить, что несмотря на сложные экономические условия последних лет, мы не отменили налоговые льготы, которые представляем инвесторам. Правительству необходимо продолжить работу по внедрению лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в республике и во взаимодействии с Агентством стратегических инициатив разработать и утвердить планы мероприятий дорожной карты по внедрению целевых моделей по 6 ключевым направлениям, определенным руководством страны. Начиная с 2017 года в рамках государственной программы Российской Федерации развития Северо-Кавказского федерального округа предусматривается реализация экономически эффективных проектов, направленных на создание новых рабочих мест, увеличение налоговой базы. Финансирование будет осуществляться на условиях долевого финансирования из федерального и республиканского бюджета. Средства инвесторов. Правительству республики, органам исполнительной муниципальной власти необходимо оказать необходимую консультационную, информационную, юридическую и административную помощь инвесторам с целью сокращения сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе реализации указанных проектов. И, конечно, ключевым контролером этого направления у нас будет являться Агентство инвестиционной привлекательности. Поручаю Министерству экономразвития, Агентству инвестиционной привлекательности провести соответствующие мероприятия по отбору и представлению Минкавказ России инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2018 году. Одним из факторов улучшения отраслевой структуры экономики
а также обеспечение высокого уровня занятости населения, особенно в таких регионах, как Ингушетия, это является малое и среднее предпринимательство. И в целом, если брать агропромышленный комплекс и крестьянское фермерское хозяйство, и личное подсобное хозяйство. В 2016 году мы наладили тесное взаимодействие с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Основными задачами работы, которые являются привлечение заемных средств кредитных организаций при реализации инвестиционных проектов помощи инвесторам. В текущем году активизировать необходимую работу и максимально задействовать меры поддержки, представляемые корпорацией для развития малого и среднего предпринимательства республики. С учетом анализа эффективности мер программы малого и среднего предпринимательства, прошу в 2017 году сосредоточить усилия на нефинансовых мерах поддержки, таких как создание и развитие организации, инфраструктуры поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства, а также возвратных мерах поддержки, микрофинансирование, предоставление поручительств, гарантийного фонда, а также предоставление участков, земли, оказание услуг бесплатных, таких, чтобы предприниматель мог с удовольствием работать. Учитывая стремительно возрастающую актуальность вопросов охраны окружающей среды, экология определена в качестве одного из основных направлений стратегического развития Российской Федерации на период до 2025 года. А 2017 год, как вы знаете, в Российской Федерации объявлен годом экологии. От того, в каком состоянии мы сохраним экологию нашей республики и создадим комфортные экологические условия, зависит будущее наших детей. В целях организации проведения года экологии в республике разработан и согласован с Министерством природных ресурсов России план мероприятий, в который включены более 80 значимых мероприятий природоохранного и эколого-просветительского характера. В их числе реализация инвестиционного проекта по строительству современного полигона по захоронению отходов и мусоросортировочного комплекса, а также 5 площадок временного размещения отходов, которые станут первым звеном новой системы обращения с отходами в республике. Разработана региональная схема обращения с отходами, которая станет базовым нормативным документом и электронной системой, регламентирующей всю сферу обращения с отходами в республике. Основной проблемой природоохранной сферы является недостаточно эффективно реализуемый органами местного самоуправления контроль и отсутствие их систематической работы в этом направлении. Необходимо организовать качественное исполнение муниципальным образованием своих полномочий, предусмотренных законодательством. Важная составляющая природопользования – сфера недропользования. В 2016 году более качественно и эффективно организована работа по пресечению незаконной добычи распространенных полезных ископаемых, наведению порядка на лицензионных и в том числе нелицензионных карьерах и контролю за объемом добываемых полезных ископаемых. Особо нужно отметить, что начиная с 2017 года специальная маркшейдерская служба на постоянной основе будет осуществлять дополнительный контроль на местах за объемом добываемого сырья, ходом ведения работ, соблюдением установленных норм, правил и технологий разработки. Учитывая стратегический характер сферы недропользования, в 2017 году необходимо усилить работу по регулированию лицензирования, учету и государственному надзору за разрабатываемыми участками недр во взаимодействии со всеми заинтересованными органами государственной и муниципальной власти республики. Сохранение и восстановление водных объектов, улучшение качества воды, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и нового негативного воздействия является еще одним направлением экологической безопасности, способствующим достижению высоких стандартов жизни населения. В 2017 году в рамках региональной программы развития водохозяйственного комплекса запланировано к реализации 5 мероприятий, основные из которых восстановление и экологическая реабилитация пруда в городе Сунжа. Софинансирование работ будет осуществляться в рамках ФЦБ развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации. Но этот проект тоже должен стать таким культурно привлекательным для населения. И после завершения этого проекта туда должны летом собираться люди, отдыхать. И как это было в былые советские времена. На это тоже обращаю внимание. Берегоукрепительные работы на реке Назранка протяженностью 1,8 километров. Здесь нужно очень серьезно проработать с властями города, в том числе и теми службами, кто над этим занимается. В том числе, и я сегодня на коллегии прокуратуры об этом говорил, включить и органы правопорядка по наказанию тех виновных, которые занялись самозахватом этой великолепной зоны, русла реки, и которые в своем большинстве
сделали там такое чрезвычайное, я бы сказал, там, происшествие в этом направлении. Поэтому властям города, республики в целом, правительству очень серьезно надо на эту задачу обратить внимание. Проблемы сферы экологии обусловлены долгим отсутствием возможности финансирования из регионального бюджета, но сегодня, учитывая актуальность этих проблем, необходимо пересмотреть эти вопросы. Здесь и прошу, и требую и Министерства финансов, и главам муниципальных образований изыскивать возможности внебюджетные для того, чтобы решать эти задачи. Дорогие сограждане, уважаемые депутаты, приглашенные, с глубины веков наш народ пронес свою культуру, свои традиции и обычаи. И в новых условиях жизни, сохраняя свою самобытность, мы будем жить, творить, вносить свой посильный вклад в развитие нашей великой страны. Основой ингушской культуры является ингушская этика «эздел». «Эздел» — это мораль и нравственность, воспитанность и благородство, этика и философия жизни нашего народа. Уникальный комплекс морально-этических, эстетических правил. И если помнить слова наших предков, истории, это не красное слово какое-то, всегда другие народы подчеркивали именно эздел наших предков и нашего народа. Мы должны дорожить этим словом, не просто должить, а соблюдать и воспитывать в себе, в каждом, и в своих детях вот это сочетание. Если, как говорили наши предки, есть такие качества, как терпение, добросовестность, скромность, сознание долга, уважение к людям, достоинство, щедрость и многое-многое другое, то из этого человека вырастет настоящий патриот, настоящий гражданин своей родины, своего тепа, своей семьи. Наша республика – это награда нам от предков. Мы должны помнить, с таким трудом и усилиями выковано ими наше право на собственный флаг, герб, гимн, и право на собственную республику. И сегодня мы отвечаем за нашу республику. Сегодня Ингушетия процветает, крепнет и по-настоящему живет свободной жизнью в составе нашей великой страны России, как завещали нам наши предки. Кто об этом забывает, им надо чаще бывать на мемориальной памяти и читать, смотреть клятвенное обещание наших великих предков. Хотел бы обратиться ко всем жителям республики словами нашего патриарха Идриса Базоркина. «Мой народ, в это ответственное, судьбоносное для нас время призываю вас к единению, к проявлению взаимного уважения, терпению и мудрой сдержанности по отношению друг к другу и в отношении всех других народов. Каждый из нас должен делать для народа максимум того, на что он способен». Великий русский классик литературы, русской литературы Федор Достоевский сказал такие слова. Я часто их повторяю. Не от того, что я больше патриот или меньше патриот, а от того, что эти слова как никогда актуальны сегодня и для нашей республики, и для нашей страны. Как никогда. Ежели русский человек скажет вам, что он не любит Россию, не верьте ему, он не русский. Но не может русский человек сказать, что он не любит Россию. Даже если эта родина его чем-то обидела. Даже где-то ему поставили подножку. Но не может человек русский сказать, что он не любит Россию. И золотые слова. Не может этот человек тогда называться русским. Он не русский. Я хочу вот эти же слова, я говорил об этом, и сейчас хочу повторить эти же слова, только перефразируя на наш лад. Если ингуш говорит плохо об Ингушетии, не верьте ему, он не ингуш. Не может он быть. Можно критиковать власть, можно меня, можно кого угодно, правительство, личности. Но родину свою можете критиковать только засланный казачок, который не является патриотом или гражданином своей родины. Мы это должны все сами понимать. Решая стоящие перед нами задачи, необходимо опираться на базовые морально-нравственные ценности, выработанные нашим народом за всю ее многовековую историю.
Мы со своей стороны направим все усилия государства, нашей республики, правительства на защиту интересов наших граждан, на улучшение жизни, повышение благосостояния и безопасности. Мы можем говорить, что мы достигли больших успехов. Да, они есть. Мы можем говорить, что нас поддержал федеральный центр. Бесспорно, без этого мы бы не справились с этими задачами. Мы можем говорить, что нас поддерживают наши земляки, у которых есть средства, деньги, помогают своей республике. И это факт, и это присутствует. Но я вам скажу одно. Мы, проживающие здесь, в республике, каждый имеет возможность, даже тот, у кого нет денег, ничего за душой нет, каждый имеет возможность построить школу, садик. Каждый из нас имеет построить возможность дом, улицу, что угодно. Оно выражается не в том, чтобы прийти построить, а в том, чтобы смотреть вокруг себя, за собой, за своей семьей, и беречь свою республику, начиная от своего дома, заканчивая улицей, селом и так далее. Тогда ты участник всех процессов, которые происходят сегодня в республике. Призываю всех к этому такому масштабному субботнику, который не требует особых затрат. Следи за собой, за своей семьей. Делай так, чтобы там, где ты находишься, чисто и аккуратно. Независимо, дома ты или на остановке. Почему? Потому что если это мусор не чисто, а республики. Если это чистота, порядок, это не чья-то чистота, а республики. На этом надо думать. Будущее наших детей зависит от нас, от того, насколько мы сегодня вместе готовы решать задачи, стоящие перед нами. Мы обязаны создать условия для воспитания достойного поколения, которое завтра будет управлять, как я уже говорил, всеми государственными процессами. Спасибо за внимание.